Здравствуйте, в прямом эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите программу «Сегодня». В студии журналист Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость Абильмажинов Асхат Айтмалданович, руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по области ЖТСУ. И, естественно, мы будем говорить сегодня о налоговых платежах. Но прежде чем я начну нашу беседу с нашим гостем, я назову номер прямого эфира, номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать нам свои вопросы. Итак, код города Талдыкурган 87282, собственно говоря, сам номер телефона в городе Талдыкурган 40 17 57. Звоните, пожалуйста, и подключайтесь к нашей беседе. Ну, наверняка, наверное, уже каждый владелец, наверное, транспортного средства получил уведомление о том, что необходимо оплатить налоги за транспорт. Правильно? Да. Скажите, пожалуйста, Асхат Айтмалданович, вот понятно, что мы не все знаем цифры, сколько нам платить за то или иное транспортное средство, и тем более с учетом роста расчетного показателя эта цифра колеблется. Вот где узнать свою задолженность по налогу и что сделать для этого необходимо? Да, здравствуйте. Да, у нас срок уплаты налога на транспорт за 2023 год наступает не позднее 1 апреля 2024 года. То есть в налоговом кодексе предусмотрено, что налогоплательщик самостоятельно должен исчислить и оплатить до наступления срока. Налоговик до 1 мая в целях определения сальда делает начисление. Начисление все делается на основании сведений уполномоченного органа. Уполномоченный орган, знаете, у нас регистрирующее управление УАП, управление админполиции. То есть на основании их сведений мы делаем начисление. Сам налогоплательщик должен исчислить, исходя из ставок налогового кодекса, а также есть у нас платформа КГД.Гов у нас. Там можно, есть калькулятор, там можно рассчитать налог. И кроме этого у нас есть мобильное приложение ЕС-Алгазамат, там тоже есть калькулятор. То есть там элементарно вводите параметры автомашины, автоматически вам налог посчитают. Сейчас в данный момент мы, не дожидаясь срока, то есть не дожидаясь 1 мая, мы уже провели начисление, чтобы население знал. И сейчас уже через банки второго уровня приходят СМС, уведомления, пуш-уведомления об оплате налогов. То есть эти суммы, что неудобно, в банковское приложение там идет одна сумма. А у нас есть мобильное приложение, если можно на слайд покажи. У нас есть мобильное приложение ЕС-Алгазамат. Будьте добры, слайд подайте, пожалуйста, на экран. У нас есть мобильное приложение ЕС-Алгазамат. Вот первый значок ЕС-Алгазамат можно скачать через Play Market или через App Store. Вот первый это у нас значок, какой имеется. Дальше заходим, регистрируемся. Вот дальше второй слайд, во втором пункте есть фильтр. Туда заходим, налоговый кошелек. Выбираем налоговый кошелек, дальше заходим расчет с бюджетом. Внимание, тут расчет с бюджетом, есть расчеты с бюджетом и предстоящие платежи. У нас, так как срок еще не наступил, то есть 1 апреля у нас наступает срок, мы заходим в предстоящие платежи. Вот одна сумма 11 036 тенге. Эта сумма и в банковских приложениях у нас 11 036 отражается. Но когда дальше заходим в кнопку, нажимая, там уже расшифровка идет. Если одна машина по одной машине, если несколько машин, там может повторяться 5-10 строк. То есть за каждую машину можно получить... В зависимости от количества транспортных средств столько будет пунктов. Да, столько пунктов, но можно расшифровку по каждой машине получить. Сейчас для удобства налогоплательщики может себе это сфотать, далее могут воспользоваться. Но это мобильное приложение, здесь тоже видно, есть калькулятор здесь есть. То есть здесь не отразили, но здесь есть калькулятор. То есть в этом приложении имеется калькулятор? Да, в этом приложении все есть. Здесь в этом приложении сдается декларация, сейчас же есть у нас всеобщее декларирование, поэтапно вводится. В этом приложении и сдается декларация 250, 270, такие декларации могут сдавать. То есть достаточно такие широкие функции у приложения? Да, да. Скажите, пожалуйста, вот как самостоятельно посчитать налог на транспорт, если, допустим, не пришло ко мне приложение, ну, не зашел, я не скачал приложение, или интернет не работает, но я хочу все-таки посчитать и убедиться, правильно ли мне там насчитали, или сколько я должен. Как исходить, что на что множить,
Ведь машины, объемы разные, годы выпуска разные. Да, правильно. Годы выпуска разные. У нас разница в этом, опять же, если свыше 3 кубов оно завезено после 31 декабря 2013 года, у них ставка повышена. А до этого, если завезли или произведено, до этого в Казахстане произведено или завезли до 31 декабря 2013 года, там ставка чуть пониже. То есть у нас по каждой легковые автомобили делятся по объему, то есть ранжируются до 1100 кубов, у них есть определенный 1 МРП. Потом от 1100 до 1,5 включительно, там 2 МРП. И от 1,5 дальше делится, ну, допустим, 1,5 и 2, там 3 МРП. Но за каждое превышение, допустим, 1501. Если там одно превышение умножается на 7 тенге и добавляется к этому 3 МРП. Каждое превышение умножается на 7 тенге. То есть это можно не вручную, а через мобильное приложение ИС-Алказамат можно посчитать. Итак, я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкурган 87282 и сам номер телефона 40 17 57. Звоните, подключайтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы по поводу налога на транспортные средства. Вот, знаете, бывают такие ситуации, когда граждане откровенно ругают налоговиков. Ругают за что? Не то, что вы плохо работаете, а дело в том, что бывает, люди получают уведомление, оплатите налог, а машины-то не было и нет. Вот что делать в этом случае человеку? Во-первых, если машины не было и нет, надо обратиться в уполномоченный орган, в управление полиции, проверить, какая машина была и есть. Возможно, когда-то была, и они проданы были по доверенности. У нас обычно звонят, тоже ругаются, я давно продал машину. Мы уточняем, когда продали. Оказывается, он продал в прошлом году, в мае месяце, допустим. Но налог оплачивается за фактический период владения. То есть он по маю владел, значит, за 4 месяца он должен облагаться налогом. То есть если человек купил 31 декабря прошлого года, он за 1 месяц должен оплатить налог. Он не переходит. То есть некоторые думают, я последний день купил, у меня нет налога. За 1 месяц по кодексу предусмотрено. С начала месяца, в котором приобрели автотранспорт, начисляется налог. То есть, получается, когда я переоформил транспортное средство, до этого момента я должен оплатить? Да. Люди обычно возмущаются, когда, вот, допустим, в мае снял, почему мне не предупредили, меня почему не предупредили. ЦОН почему снял? ЦОН, во-первых, он не видит начисленный налог, потому что 23-й год начисляется только в этом году, до 1 апреля. Да, в 24 году. ЦОН по-любому не мог видеть. Они снимают, да. А потом, по истечении определенного времени, то есть до 1 апреля следующего года, мы начисляем налог за фактический период владения. Люди пусть не думают, что мы за 12 месяцев целый. Нет, мы за фактически, если он снял в мае, значит, за первые 4 месяца мы начисляем, за май не начисляем. За май уже новый собственник будет платить. Ну, знаете, мы обычно думаем так, машину продал, пусть он и платит. Нет, такого нет. За фактический период пользования. А вот на какие реквизиты нужно оплачивать налог на транспорт вообще? Там же у вас делятся различные... Да, у нас есть код бюджетной классификации 104-402. Это первое. Потом, во-вторых, это оплачивается по месту жительства. Если человек зарегистрирован в городе Талдыкурган, он должен оплатить Талдыкурган. Если в сельском округе города Талдыкурган или Утына, или Еркинский, он должен указать тот код орган, код сельского округа. То есть это уровень 4-й бюджет уровень. То есть они должны туда упасть. А вот, к примеру, у нас многие граждане работают в других городах, не в Талдыкургане, где-то на окраине, может быть, кто-то в Алмате работает, кто-то еще где-то. Ну и не имеет такую возможность приехать вот физически в Талдыкурган и прийти именно вот в управление госдоходов и оплатить. Или он может в любом другом налоговом управлении, где-то там в Астане, там, не знаю, в Алмате, оплатить, зная вот счета или обязательно? Да, в любом месте сейчас оплата можно в любом месте произвести, онлайн можно и придя в Народный банк или в Казпочту, через Казпочту можно оплатить. Но именно надо указать те реквизиты по месту жительства. Не по месту, а по месту жительства, где прописан. Не там, где откомандирован или где-то временно живет. Вот вы сказали про банковские приложения, уведомления. В этом году я
оплатил налог за транспорт именно вот таким образом, через банковские приложения второго уровня, которые вовремя меня оповестили о предстоящих платежах. Но прежде чем это сделать, я все-таки зашел в управление налоговое и посмотрел, та ли цифра, вот как вы говорите, без расшифровки, за какой автомобиль, сколько. Ну и оплатил. Теперь меня волнует такой вопрос. Ведь мы раньше приходили, платили специально в налоговом управлении, в департаменте, чтобы получить вот квитанцию, что я уплатил, бумага. Как говорит, главное бумага, что вот она есть, значит есть. Теперь меня волнует такой вопрос. Вот упали ли эти деньги вот действительно к вам? И не придет ли мне вот 2 апреля, скажем, сюрприз в виде того, что я должен все-таки оплатить? Если вы при оплате не ошиблись с реквизитами, они точно упадут. Если вы ошиблись с реквизитами, ждите тогда уведомления о погашении задолженности, если вы ошиблись. Но в основном не ошибается там все. То есть банки корректно работают? Да, банк сам корректно работает. Главное, чтобы налогоплательщик сам, когда выбирал реквизиты, не ошибся. Ну вот в моем случае, допустим, сейчас он пришел такое уведомление с общей цифрой, где просто указано «оплатить». Соответственно, я так предполагаю, что там уже должно быть как-то все по-нормальному, по крайней мере, надеюсь. Да. Но 2 апреля посмотрим, посмеюсь я или заплачу. Вот еще такой вопрос от наших телезрителей. Человек владеет легковой машиной несколько лет, но каждый год сумма налога увеличивается. С чем это связано? То есть мы думаем, чем машина старее, тем дешевле, наверное, платить за нее. Нет, у нас, если вы знаете, у нас база исчисляется, то есть зависит от МРП. А у нас каждый год МРП меняется, то есть в 2022 году, в 2022 году это 3,63 было, 3063 тенге, в 2023 3,450, а сейчас в 2024 году 3,692. То есть у нас каждый год меняется МРП, соответственно, и налоги чуть поднимаются. Понятно. Освобождается ли от налога на транспортное средство инвалид, если у него на праве собственности есть легковое транспортное средство с объемом двигателя до 4000 кубических сантиметров? Я помню, одно время был период в годах 90-х, мода такая, оформить свой крутой автомобиль, внедорожник на бабушку, дедушку, которым лет по 80, а то и по 90, и которые, может быть, даже и автомобиль-то в глаза не видали, но оформлен он на них. До 4000 кубов, свыше 4, допустим, если, опять же, до 31 декабря 2013 года был оформлен на инвалида, он также будет освобождаться. А если после 31 декабря 2013 года оформили вновь, то есть меняется собственник на нового инвалида, тогда уже освобождения не будет. То есть, получается, на единственного, на первого хозяина автомобиля? Или да, если было оформлено на инвалида до 31 декабря 2013 года и не меняется собственник, он освобождается по-любому. А если меняется собственник на другого инвалида, уже не освобождается. Несмотря на то, что человек тоже имеет инвалидность и имеет определенные льготы? Нет, не освобождается. По кодексу так и предусмотрено. Тоже есть такой интересный вопрос от нашего телезрителя. Вот человек говорит, у него угнали машину, а налог на транспорт ему начислили. Да, у нас... Может ли он оспорить как-то? Если возбуждено уголовное дело по факту угона, тогда налог не начисляется. То есть он должен подойти в налоговую, показать, что да, угон был, вот уголовное дело по факту угона возбуждено. Тогда мы убираем. За период розыска по угона налог не начисляется. Восстанавливается, когда завершается это уголовное дело или возвращается автотранспортный средство, тогда уже начисляется. Я еще раз напомню нашим телезрителям номер телефона прямого эфира, код города Талдыкурган 87282 и сам номер телефона в Талдыкургане 40 17 57. Звоните, пожалуйста, подсоединяйтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. Вот вернемся давайте все-таки к деньгам. Вот в этом году, за 2023 год, по какому МРП исчисляется наша оплата? То есть за 2024 год или по цене 2023 года МРП? Нет, налог начисляется по МРП на первое число месяца, а на 1 января
того года. То есть у нас мы начисляем налог за 23 год. На 1 января 2023 года у нас МРП какая была, по этой МРП начисляется. То есть в 2023 году у нас МРП было 3 450. По этой ставке применяется. Соответственно, в следующем 2025 году мы будем платить по ставке 24-го. Да. Если в 2024 году, вот, допустим, вы сейчас, если хотите снять машину, вы можете сейчас оплатить уже по новой МРП, то есть 3 692. У нас сейчас идет март месяц, январь, февраль, вы за 2 месяца оплатите и снимете. Понятно. Как можно рассчитать налог на транспорт, которым человек владел менее 1 года? Вот как его вычислить? Или это опять же надо ваше приложение? Нет, в это приложение можно, там тоже есть фактический период владения, выбирается там 12 месяцев, 11 месяцев по каждому. Но фактически, если вам известна годовая сумма, годовую сумму делите на 12 и умножайте за фактический период владения, количество месяцев. Если вы владели, допустим, вы продали в марте, вы, значит, должны оплатить за 2 месяца. Умножайте на 2, и все, уже это за 2 месяца налог выйдет. Еще, знаете, некоторые граждане у нас думают так, что приобретя автомобиль, и в семье имеется ребенок с особыми потребностями, что можно, мол, освободиться от налогов. Нет. Так ли это или нет? Или, может быть, есть какие-то предусмотрены послабления для таких людей, кто ухаживает за инвалидами, собственным ребенком, допустим, но имеет при этом автомобиль и надеется там, ну, на какие-то там Нет, такие слои населения не освобождаются, освобождаются только инвалиды, сами инвалиды. Но кто ухаживает за инвалидами, они не освобождаются. То есть для этого необходимо, чтобы транспортное средство было оформлено именно на инвалида. Да. Потом у нас люди тоже спрашивают, я купил новую машину в 2023 году, в конце 2023 года, почему я должен оплатить налог? Тоже говорю, интересно. Да, я говорю, где написано, что освобождается? Нигде не написано. То есть он купил в масле машину, он должен платить, он на себя поставил машину, он должен оплатить за фактический период владения. Опять же, если он купил в декабре, за 1 месяц он должен платить. Но они говорят, сказали же, освобождается. Освобождается, по-моему, техосмотр. 5 лет или 7 лет у них, они техосмотр могут не пройти, не проходить. У них нет обязательства. А по налогу на транспорт освобождения нету по ним. Они должны, как все, оплачивать налоги. То есть таких даже и не было никогда? Нет, да, не было никак. Они путают с техосмотром. То есть граждане надеются на то, что, купив новый автомобиль, можно сэкономить на налогах. Вот говоря, опять же таки, о налогах. Некоторые граждане у нас не просто забывают, а, скажем так, грубо игнорируют требования о том, чтобы заплатить налог за транспорт. И продолжают управлять своими 4-колесными друзьями по нашим автодорогам, гонять лихо на них. Вот что с такими гражданами делать-то, которые не платят налоги, но вместе с тем пользуются транспортными средствами? Какие меры вы принимаете к таким задолжникам? Да. И есть ли вот задолжники, суммы которых, может быть, могут удивить нас, там, за несколько лет, может быть, есть кто не платил? Да, есть такие злостные неплательщики, они избегают постоянно, но после вручения уведомления у нас формируется налоговый приказ, который мы уже передаем в региональную палату частных судебных исполнителей, и там частные судебные исполнители принимают меры, там, ограничительные меры, водворение могут делать, могут и запрет на выезд поставить за пределами РК. То есть и рейдовые мероприятия совместно проводили и проводим постоянно. В основном эти злостные плательщики, допустим, они прописаны у нас, но ездят в Алмате или за пределами нашей области. То есть наши ЧСИшники там свои меры не могут принять, они просто ограничения ставят. Теперь планируется общемасштабное рейдовое, то есть алматинские ЧСИ тоже могут наших автотранспортных средств должников водворять штрафные автостоянки. То есть штрафные автостоянки, опять же, там надо почасовой, по-моему, план платится. Там уже штрафы пойдут большие. И плюс за услугу, которую ЧСИшник взыскал,
он 25 до 25% взыщет с должника. Вознаграждение свое. Да, это его работа. Мгм. То есть он за это деньги получает. Вот это 25% это его работа. Мгм. В связи с чем до 1 апреля, не дожидаясь, надо оплачивать налоги. Понятно. Не надо копить. Копишь, это уже накладно будет. Мгм. Вот, знаете, у нас бытует мнение такое, что как вот люди между собой говорят, вот на дорогах ловят одних бедолаг. Вот сегодня не боятся налоговые инспектора останавливать крутые джипы, которые есть вот достаточно состоятельные граждане, которые просто не оплачивают налог. Вот он ездит, считает, что он хозяин жизни. Что хозяев жизни тоже привлекаете как-то вот, что Ну. крутые внедорожники, там премиальные какие-то автомобили? Закон для всех одинаковый. Мгм. То есть мы не смотрим, какая машина. Главное, есть задолженность, мы водворяем в штрафстоянку. Далее ЧСИшники могут его на аукцион выставить. Но до этого не доводит. Как водворяется в штрафстоянку, сразу оплачивает. Потому что машина нужна всем. Мгм. Мы не смотрим, там хоть крутая машина, хоть какая машина. Если есть задолженность, водворяем. Невзирая на лица и ранги. Да, если у него есть задолженность, ездит 3 машины, могут и все 3 водворят Мгм. в штрафстоянку. То есть за невыплату по одному какому-то транспортному средству могут арестовать. Другие АТС. Мгм. Замечательно. То есть все Кроме этого, могут рейд проводить и бытовую технику могут изъять ЧСИшники. Это у них есть полномочия. То есть, И дом поставить на арест. то есть все достаточно серьезно. Да. Мгм. Спасибо вам, что вы пришли в студию прямого эфира, ответили на наши вопросы. Хотелось бы спросить еще вас вот что о предстоящем платеже. То есть следом за транспортными средствами придет налог на имущество. Когда его ждать? Когда нам готовиться к этому? Налог на имущество где-то будет в конце августа. В конце августа мы уже начислим. Также СМС придет, пуш-уведомление придет. Можете также через мобильное приложение ЕСАЛ Азамат посмотреть предстоящие платежи. Сейчас все звонят, хотят параллельно оплатить налог на имущество. Но там сроки есть, во-первых. И мы сейчас еще не рассчитали. Потому что мы сейчас посадили расчет по налогу на транспортные средства. Опять же, сейчас звонят, у меня нет начисленный налог. У меня есть транспорт, есть добросовестные люди, звонят, почему мне не начислили. Опять же, у нас сейчас начисление проводится на основании сведений КАП, Комитета полиции. И сейчас мы проверяем, сличаем наш УАП, Управление полиции, да, где расхождение, опять мы до 1 мая, если есть расхождение, до 1 мая у нас есть сроки, мы дополнительно начислим. То есть, если есть какие-то вопросы по расхождению, налогоплательщик обязательно должен обратиться в управление полиции, потому что в следующем году будет у нас интегрированная база данных. То есть мы вручную ничего не будем делать. То есть если человек завез с-за рубежа машину, он автоматически уже будет начисляться налог. То есть тут человеческого фактора не будет. В связи с чем надо, если есть какие-то расхождения, вопросы, нюансы, надо сразу сейчас решать. Потому что, чтобы они сделали корректировки в своей базе, чтобы в следующем году не бегать. А все ошибки, ошибочные суммы начислены, это мы делаем на основании сведений. Возможно, в сведениях не то указано. Возможно, есть КАМАЗы категории Б стоит, как будто. Там категория Б, КАМАЗ, знаете, объем большой, там уже большие суммы пойдут. Раньше это до 2000-х годов, возможно, вводили в систему, там человеческий фактор. Но сейчас, со следующего года, хотят устранить человеческий фактор, чтобы автоматом компьютер, да. Компьютер сам вводил, чтобы не ошибался. Человек может ошибаться, но компьютер редко. Да, на машину уж не обидишься. Да. Ну что ж, Асхат Айтмалданович, спасибо вам, что вы нашли время прийти к нам в студию прямого эфира программы сегодня и рассказать о том, как же нам оплатить наши налоги. Удачи вам в вашей работе. Ну, а нашим телезрителям я хотел бы сказать следующее. Как ни банально это прозвучит, заплати налоги и живи спокойно. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.